В центре Киева активисты заблокировали вход в ресторан «Гробом». Заведение «Огород» связывают с народным депутатом Совета так называемого ЛНР Зинаидой Надин. Лидия Полянская расскажет больше. Хлеб, обильно политый красной краской, символизирующий кровь, и гроб, блокирующий вход в ресторан. Ветераны АТО и переселенцы из Донбасса пикетируют заведение «Огород». Говорят, оно принадлежит семье депутата Совета так называемой ЛНР. Кроме этого, участники акции распяли перед рестораном игрушечного младенца. Именно такими байками российские СМИ пугают своего зрителя, рассказывая, что славянские украинские фашисты в 2014-м распяли трехлетнего мальчика. Это понятная реакция на сепаратизм в Киеве, когда здесь бизнес людей, которые убивают наших парней на Востоке, процветает, и они зарабатывают деньги. Люди спокойно ходят сюда кушать, быстрее всего не зная, что это за место. Алексей Липовецкий – журналист из Луганска. Ему пришлось переехать в столицу из-за своих проукраинских взглядов. Рассказывает, Зинаида Надин руководит луганской хлебной мафией. Ее предприятия полностью монополизировали луганский рынок, вытеснив всех продавцов хлеба и крупы. Вся идея акции в самих заявлениях Зинаиды Надин. То, что она участвует в своей пропаганде, нашло отображение теперь, и даже пропаганда вернулась к ней возле ресторана ее детей. Украинские активисты рассказывают, «Огород» работает в Киеве еще с 2015-го, когда Надин еще была так называемым министром аграрной промышленности ЛНР. Зинаида Надин в свое время украла весь резерв, госрезерв по хлебу, захватила Луганск-Волынь и таким образом обеспечивала ополченцев во время войны всем необходимым. Также Зинаида Надин заявила о том, что готова ополченцам выплачивать зарплату в то время, пока они будут воевать против украинских солдат. Ресторан оценивают в $2 миллиона. Принадлежит он супругам Алексею и Анне Надин, семье сына Зинаиды Надин, говорят ветераны АТО. Теперь, пока мы не ударим по финансированию сепаратизма, мы никогда войну на Донбассе не закончим. Одно дело, когда финансирование идет с России, это одно. Но когда мы внутри Киева взращиваем финансовые источники сепаратизма. Акция протеста длилась полчаса. Посетители «Огорода» не смутили ни похоронный марш, ни призывы активистов перестать кормить сепаратистов. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Заман, АТР.